Городские власти распорядились закрыть детские площадки во всех столичных торговых центрах с 1 апреля. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В свою очередь, работники детских площадок сетуют о том, что у них имеется подобный опыт. В прошлом году тоже было принято решение закрыть их на 2 недели, но оно продлилось на целых 8 месяцев, из-за чего они были вынуждены сидеть без средств к существованию. В прошлом году тоже говорили, что закроют на 2 недели, но это продлилось на 8 месяцев. Во время карантина нас закрыли первыми и открыли последними. Если будет аналогичная ситуация, то нам, нашим работникам, будет очень трудно, так как у нас нет другой работы, соответственно, и источника дохода тоже. Здесь работают в основном простые люди. Между тем, со стороны Санэпиднадзора ведутся рейды в общественных местах, усилен санитарный контроль, увеличено количество инспекций мобильных бригад по хозяйствующим субъектам из-за роста числа заболевших COVID-19. На данный момент мы продолжаем проверки по контролю выполнения алгоритма временных санитарных правил постановления правительства 244 от 11 мая 2020 года, где прописаны все требования по профилактике коронавирусной инфекции, то есть соблюдение дистанции, масочного режима, использование антисептиков, использование рециркуляторов, использование дезинфицирующих средств, своевременная влажная уборка, своевременное сквозное проветривание, правильно мыть руки. Все требования прописаны в данном алгоритме. И по контролю данного алгоритма мы проводим рейдовые проверки и ежедневные проверки. Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что, возможно, в Бишкеке введут ограничения на проведение тоев и свадеб. В свою очередь, рестораторы отметили, что из-за простоя их заведений без средств к существованию могут остаться около 10 тысяч человек, в числе которых официанты, работники кухни, повара, охранники, уборщики, ведущие, фотографы, видеографы, оформители и так далее. Еще один простой их бизнес может грозить разорением. Говорят, что в скором времени могут закрыть нас. По правде говоря, мы против того, чтобы нас закрыли, потому что мы долгое время не работали, порядка больше полугода. По Бишкеку и Чуйской области насчитывается около 100 ресторанов. В каждом из них как минимум работает больше 50 человек. Если ситуация повторится, то без работы могут остаться десятки тысяч человек, у которых есть семьи, дети. Также, по их словам, кафе и рестораны не представляют серьезной опасности для населения по сравнению с другими общественными местами. Между тем, в последнее время в Кыргызстане действительно наблюдается рост заражения коронавирусной инфекцией. Действительно, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация за последние недели отмечается темп прироста, и эпидемиологическая ситуация основана на показателях. Это эффективное репродуктивное число, когда один человек может заразить одного, выше или 2 человек. Да? Вот этот показатель на сегодняшний день у нас выше единицы. Поэтому вот, и об этом мы говорим, и наблюдается вот на этих показателях. Если вот сегодня за одни сутки зарегистрировано 164 случая, то вчера вот за сутки было зарегистрировано 98. Тем не менее, наряду с регистрацией случаев коронавирусной инфекции идет и выздоровление. Более 90% заболевших выздоравливают и выписываются домой. Ранее премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Он подчеркнул, что система здравоохранения, медработники должны быть готовы к росту уровня заражения. Азамат Кенжешев, Нурболсун Тургуналиев, НТВ.